Вітаю вас! Сёння далікатная тэма. Зайду трошки здалёк. Навагоднія звароты Пуціна і Лукашэнкі дагэтуль у трэндах беларускага ютюба. І не таму, што людзі кінуліся глядзець вось гэтае стендап айцоў нацый, а беларусы прыглядаюцца, здаровыя, нездаровыя, шукаюць схаваныя сэнсы ў гэтых прамовах, але марна, таму што Пуцін і Лукашенка майстры публічных выступаў. Ім гадамі ўдаецца хаваць з шырокай публічнасці пікантныя факты свайго жыцця. Гэта пара, з вами Еўген Волошин, прашу ад вас каментароў. Ну ці правільна, што я падымаю такія далікатныя тэмы. Сённяшні герой нашага відэа – Уладзімір Пуцін. Беларусь не вылазіць з галавы Уладзіміра Пуціна, дня няма, каб ён не думаў пра Беларусь. То яны закідваюць і псо, што двайнік Пуціна – гэта беларус, там Евгений Васильевич, здаецца. Ну, Расія рыхтуе сцэнар нападу на адну з краін НАТО з беларускай тэрыторыі рукамі беларускіх падраздзяленняў, каб у адказ прыляцела не па Маскве, а па Беларусі. Вы можете паглядзець пра гэта відэа на канале Пара. Дарэчы, заклікаю вас падпісвацца на канал Пара тым, хто можа. Ну, Лукашенку все это не падабаецца, конечно, вот это планы Пуціна датычна Беларусі. І ўвогуле адносіны Пуціна і Лукашэнкі всю дарогу былі напружаныя. Па-першае, Лукашенко не хацеў трапіць да Пуціна пад абцас. А другая рэч звязаная з арыентацыяй Уладзіміра Пуціна. Пра гэта апавядае эстонскі гісторык найноўшага часу Аарне Віедла. У інтэрнэце шырыцца інфармацыя, я не ведаю, гэта і псо ці не і псо, што Пуцін гомасексуал. Мяне это так здзівіла, от для Беларусі это не праблема. Сам Лукашенко прызнаў, што ў рэжыме, у ягоным, там, у прынцыпе, людзі на высокіх дзяржаўных пасадах гомасексуалы. Это генералы, там, кіраўнікі ведомстваў праваахоўных. І это для Беларусі не праблема. А вось для Расіі, яны ж такія шавіністы, это вялікая праблема. Гэта і псо ці нешта ў гэтым ёсць? Он появился именно поэтому. Потому что Ельцин думал, что у него был крючок на Путина, что он может с ним как бы там командовать. Была одна большая проблема, ему было больше 30 лет, но он не был женат. Как вы знаете, КГБ, особенно когда тебе надо ехать за рубеж, это как бы было невозможно. И бедный Путин, когда у него больше 30 лет было, он должен был жениться. И вы можете смотреть эти мемуары, как ему искали жену. Это оказалась вот, Людмила, которая работала в Аэрофлоте. Как вы знаете, Аэрофлот держал огромное количество агентов среди стюардессов. Дальше хуже, конечно. Видишь, он женился на этой Людмиле, у них 2 дочери, казалось бы, все хорошо. Но есть свидетельства. Один из агентов Стаси, который был соседкой Путина в Дрездене, и которая как бы явно следила со стороны Стаси, что они там делают. Она была подруга Людмилы Путиной, и это есть как бы в мемуарах, как бы все можете найти. Это, а Людмила неожиданно сказала, что, знаешь, как бы у меня этой жизни с Путиным нет. Как нет? Любовница? Но нет, никакой любовницы у Владимира Владимировича не было. И вот это и есть проблема. Но кажется, что вот очень опытный генерал Стази Бöhm, который руководил Дрезденской Стази, именно этого и хотела. Это была прекрасная новость для генерала Бöhма. Он тоже думал, что он не имеет крючок на советского как бы, майора. И есть как бы корона всей этой истории, как бы, его как бы дел. Дело в том, что у него есть такой друг, Коган Владимир Владимирович. Это известный как бы, человек, известный бизнесмен, владелец аэропорта Домодедово. Там вы видите его золотую виллу в Израиле там, и так далее и тому подобное. Это очень близкий Путину человек. Он часто ездил Путиным как бы, так, заниматься горными лыжами в Австрию. И один прекрасный день перед президентскими выборами, ну или даже тогда как-то еще не было решено, будет выставляться Путин там в 2012 году или нет, только как бы были переговоры, чтобы Медведев не выдвигался. Неожиданно поставили видео
Это видео вы можете найти в архиве Компромат.ру, где наш как бы, друг Путина в аэропорту Домодедово домогается и мальчиками как бы, в VIP-помещениях аэропорта Домодедово. Как могут быть такие друзья у Владимира Владимировича? И о чем это вообще говорит лично о Путине? Начальника как бы, его охраны был нынешний руководитель Росгвардии, старый КГБшник, который работал с ними в Ленинграде, не в Петербурге. Это Золотов кто? Золотов, да, он работал с ними в Петербурге. И многие говорят, что, в общем-то, Золотов там как бы и вербовал этого Путина в пользу как бы, Кремля тогда, 90-е, потому что, как вы знаете, Собчак не был популярен у Ельцина, совсем нет. И шла как бы, операция против Собчака, которая исходила из Кремля. И через кого они могли действовать? Ну, конечно, через людей, которые работали на 9-е управление КГБ, это охрана высших лиц, это служба безопасности президента. Вот Золотов и был этот человек, и он знал его, конечно, хорошо, этот Золотов, этого Путина. И он позволял такие вещи, которые охрана президентов не должна позволять. Но понимаете, как бы президент ходит там, неожиданно захватывает ребенка и как бы давай его как бы целоваться как бы, там, в живот там, и так далее и тому подобное. Когда человек как бы лезет маленьким детям, там, и как бы, но таким образом, что это как бы противоестественно. Он педофил, да, конечно, он что-то там помешан на маленьких мальчиках, конечно. Первые дети у него были дочери. У него 2 дочери с Людмилой Путиной, 1 дочь Светлана Кривоногих. Это такая была работница из Питера, вот с ней он тоже дочь. И все как бы знают, как бы эксперты, что Усманов, Медведев, там Ястрежемский там бегали, чтобы организовать то, чтобы Путин получил бы сыновей. И поэтому была выбрана Алина Кабаева, которая там из пробирки ему и родила этих как бы, сыновей. Но это тоже показывает, у него была мания. Вот он хотел иметь сыновей, вот именно мальчиков. Как бы, и он получил этих мальчиков, конечно. Я правильно разумею, що все-таки брешуть про Путіна? Що не гомосексуал, а бисексуал? Нет, ну, видите, это как бы, во-первых, конечно же, в современном мире, вы видите, как бы, это абсолютно нормально, что геи там имеют детей или так далее и тому подобное. Здесь ничего нового нет. Вопрос просто в том, что ему нравится, что нет. Он очень жесток с женщинами, все это заметили. А то, что как бы он там захватывает и как бы каких-то борцов и там боксеров там захватывает их, как бы это вы все видите, это тоже видео есть, посмотрите, как бы. Так что нравится ему, конечно, вот мужская как бы половина, как бы да, человечества, но особенно у него интерес к маленьким как бы мальчикам. Но это есть но как вам говорит, как бы, но это тоже может быть, если это не преступление, понимаете? Мы же не можем как бы 100% утверждать, что Путин совершил какие-то преступления на почве этого, мы просто это не знаем, просто мы видим, что происходит. И это, конечно, просто поражает, что вот руководитель великого государства вот в таком как бы, положении. Но, видите, могу вам только сказать, что Путин, конечно, мстительный человек. И он организовал такую же историю для Макрона, который у нас тоже как бы гей, как бы любит как бы, молодых мужчин, как бы юношей, конечно, тоже захватывает их, как бы все это есть в интернете, можете фотографии, можете смотреть. Вот он все ему организовал такой скандал вокруг этого, именно поэтому, что вот о нем это говорили, о Путине это говорили. А Путин вот говорит, ну как, что я? Вот видите, Макрон тоже. Святая мать Тереза, слухайте, Содом и Гомора. Не здарма кажуть, що політика брудная справа. Ну, нема 100% доказаў, што Путін педафіл. Ну, не магу я вам сёння прадаставіць відэа, якія б гэта на 100% даказвалі, дакументаў з гербавай пячаццю, там, рашэнняў судоў. Ну,
Датычнай арыентацыі тут усё відавочна. Но праблема не ў арыентацыі, а ў крывадушшы, ў нешчырасці. Вот прывяду вам прыклад. Прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон. Таксама ўсё зразумела. Сам малады, жонка нашмат старэйшая, там нібыта вялікае каханне. Французы ўсё разумеюць. Але яны мяркуюць па справах. Лічаць, што для іх Макрон это добры прэзідэнт, стратэг. Ягоная арыентацыя не складае ніякіх праблемаў. Таму праблема тут у крывадушнасці, так? То бок это вось значыцца кіраўнікі гэтых жудасных рэжымаў, якія знішчаюць тысячамі, дзесяткамі тысяч і сотнямі тысяч людзей. Яны строяць сябе вартаўнікоў традыцыйных каштоўнасцяў. А глядзіце, што на справе. Пуцін, ну, пра Жырыноўскага все ведаюць, так, генералы Пуціна. Я ўжо зараз не буду все доказы і відэа выкладаць, яны ёсць у інтэрнэце, можаце паглядзець самі. У Беларусі, дарэчы, падобная сітуацыя. Таксама генералы. Лукашенко пра гэта выказваўся, зноў-такі не буду ставіць, што ў ягоным атачэнні шмат такіх людзей, і гэта самыя верныя слугі. Таму это вось такая прыкмета, разумееце, як Садом і Гамора перад сваім знішчэннем. Але, разумееце, калі чарговыя байцы Губазіка прыходзяць да актывістаў, каб пасадзіць іх за фотку ў тэлефоне, даць тэрмін як за забойства, яны менавіта прыводзяць аргумент, што вы нам тут насадзіце, як у Еўропе, што тут все стануць ЛГБТ. А потым, разумееце, вязуць людзей у гестапа, дзе ў кабінетах панавешаныя расійскія сцяжкі. Дык каго вы абараняеце? Вы змагаецеся за ману і крывадушша. Але я маю спадзеў, што ўжо ў гэтым годзе, што ў найбліжэйшыя месяцы у прамым эфіры мы будзем назіраць за распадам імперыі зла. Пара, каб свет рабіўся больш шчырым.